Хлопушка, камера, мотор, и на экране начинается новая реальность. Мир кино, который мы видим через экраны, во многом зависит от работы дублеров и каскадеров. В Кыргызстане одним из специалистов этой области считается Эрлан. Он каскадер с 20-летним опытом. Ну, вообще, как каскадерство я пришел, когда было у меня 17 лет. Первое падение у меня с лошади, это было в Алмате, в историческом фильме. Я делал падение с лошади. Тогда было очень тяжело, потому что я упал. После стопа я пришел себе, у меня были шишки везде, голова у меня там и тут. Тогда казалось мне тяжело именно каскадерская работа. Травма оказалась серьезной, и на восстановление Эрлану потребовалось 5 лет. В этот период он попробовал себя в различных шоу-программах, где его акробатические навыки были высоко оценены широкой аудиторией. 5 лет я, в принципе, да, в России я выступал, взял 3 раза чемпионат России, 1 раз чемпионат в Азии. Потом между Россией и Америкой был баттл по трекингу. Капитан команды был я, мы выиграли. Чем хуже, тем лучше. Под таким девизом Эрлан заработал репутацию одного из лучших каскадеров в кыргызском кинематографе и завоевал признание за рубежом. Его пригласили работать режиссеры из Казахстана, России, Турции, Новой Зеландии, а также киностудия Walt Disney, где он исполнил эпизодическую роль ассасина на лошади в фильме «Мулан». В свои 34 года Эрлан снялся в 30 боевых фильмах, в 5 из которых был постановщиком и руководителем каскадеров. Он основал 5 команд по 20-30 учеников, многие из которых уже снимаются в зарубежных проектах. Один из них, Сооронбай, в настоящее время снимается в Турции в сериале «История Османской империи». В работе каскадера ключевым моментом является выполнение трюков без травм, при этом сохраняя самообладание и харизму. Каскадер должен быть не только актером, но и обладать навыками, которые могут быть опасными в повседневной жизни. Прыжки с высоких скал, скачки на лошадях, умение гореть и знание боевых искусств. Азыркы учурда Аят 4-тө Эрлан деген жигит менен иштешип атабыз. Булар өтө мыкты жигиттер, адамгерчилиги сапаты өтө бийик адамдар. Буларда каприз деген жок. Анан дагы баса белгилеп кете турган нерсе, ошол эле учурда крутой кылып көрсөтүп аткан бул каскадерлор да. Мисалы кинодо өрттөнөт, кинодо жарылат, кинодо ушундай ден соолукка мындайча айтканда кооптуу трюктарды каскадерлор жасап, дублер болуп, ушол актердун кадырын көтөрүп атат да. Один эффектный трюк, и зрители в восторге, оставшись под впечатлением. Благодаря профессионализму каскадера боевые фильмы становятся не только захватывающими, но и заставляют почувствовать боль и сопереживание, что является настоящим искусством. Эрлан освоил искусство балансирования в прыжковой акробатике на батуте и разработку трекинга, ударов с элементами акробатики вместе с другом Виталием в спортивном комплексе «Джаштык». Со временем Виталий стал в нем тренером, и сегодня в его группе занимается около 150 детей от 5 до 18 лет. С тех пор прошло много времени, но ковровое покрытие и защитный щит так и не были заменены. Ковер, получается, уже старый. У нас он сейчас состоит из покрытия, из деревянных щитов и, получается, из вот такого у нас материала, это, получается, поролон, который должен быть как минимум 5 сантиметров, что усложняет занятия для детей и становится как бы травмоопасно. Дети бросают и перестают заниматься, потому что на голом полу это очень тяжело. То есть должна быть техника безопасности, ковер должен быть мягкий, чтобы если человек упал, ребенок упал, то есть без травм. А сейчас на данном моменте это получается уже как пол деревянный. Полгода назад в спортивном комплексе появилась новая беговая дорожка благодаря поддержке Олимпийского комитета и 3 новых батута, купленных тренером в кредит. Нехватка оборудования тяжело сказывается на обучении. В таких суровых условиях вырастают одни из лучших каскадеров, комментируют тренера. Голливуд, если увидит тебя хорошую работу, они позовут тебя, где бы ты ни был.